Подразделениям противопожарной службы региона передали новые автоцистерны. Уже на днях они выйдут на боевое дежурство. Спецтранспорт изготовили для нашего региона с учетом дорожных сложностей и труднодоступности населенных пунктов. А что самое интересное, отныне обслуживать пожарные машины будут в самой республике. Иван Беречевский о том, что для этого делает регион. 3 автоцистерны на базе «Урал» и «ГАЗ» готовятся к выходу на боевое дежурство в Сыктывкарском поселке, Лозами Сыктывдинского района и Усинском мутном материке. Последнее обновление автопарка противопожарной службы региона было 4 года назад. Долгожданным не то слово. У нас появился наконец-то резервный автомобиль пожарной части 111, который очень поможет нам в обеспечении пожарной безопасности на веренной нам территории. Каждая единица техники полностью укомплектована специальным пожарно-техническим вооружением и имеет все необходимое не только для тушения пожаров, но и для проведения аварийно-спасательных работ. Но главный их плюс – мобильность и повышенная проходимость. 2 машины на базе ГАЗ, они у нас небольшой емкости, они у нас 2,4 тонны объем воды. Это как раз хорошо, потому что во многих подразделениях у нас район выезда такой, что много мостов деревянных. Особенно в распутицу очень тяжело на больших машинах проехать. Поэтому эти полноприводные машины как раз помогут решить эти проблемы, доехать туда, куда большие машины доехать не могут. Вот это их подспорье. И также «Урал», который у нас 4-тонный, он тоже поменьше, более маневренный, даже в городской застройке. Сегодня противопожарная служба региона – это 49 частей и 58 отдельных постов. Силами огнеборцев прикрыты 522 населенных пункта. Треть из них отдаленные и труднодоступные. У нас 194 населенных пункта в республике подвержены угрозам лесных пожаров. И, соответственно, в случае возникновения угрозы лесных пожаров пожарные наши подразделения переводились в более высокие степени готовности и были готовы к развитию любых событий. И когда огонь приближался к населенным пунктам ближе 5 километров, соответственно, вот уже они работали. Усиленный режим работы накладывает свой отпечаток на технике. Из строя выходит ходовая и навесное пожарное оборудование. Впредь все ремонты и техобслуживание спецтехника будет проходить в региональном техническом центре. Сейчас идет ремонт помещения и закупка оборудования. Иван Беречевский, Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.